Британская газета The Times сообщила о том, что 40 университетов, в том числе знаменитый Кембриджский университет Великобритании, сотрудничали со многими учреждениями в Китае, которые были причастны к серьезным преступлениям, таким как геноцид в Восточном Туркестане, оборонные исследования, шпионаж и кибератаки. Согласно информации, сотрудничество между британскими университетами и китайскими учреждениями было налажено во время пребывания в должности бывшего премьер-министра Кэмерона и до сих пор поддерживаются тесные отношения. Австралийский институт стратегии сообщает, что за последние 5 лет 42 британских университета сотрудничали с китайскими учреждениями, а 22 договора о сотрудничестве между ними подразумевали под собой опасные последствия. Магун Устад Мухаммад Салих Дамолла, известный среди религиозных ученых как Аксакал, написавший первую и единственную книгу Корана Карима, одного из величайших ученых и мыслителей Восточного Туркестана, был замучен 24 января 2018 года в возрасте 82 лет в китайской тюрьме. В декабре 2018 года стало известно об аресте 20 близких родственников покойного, в том числе его дочери Низире Ханым, которая была следователем и писателем, а также ее мужа Адиля Туняза, сотрудника народной радиостанции Синьцзяня, поэта и известного писателя. С тех пор ни о ком из них ничего не было слышно. Согласно последней полученной информации, стало известно, что профессор Низире Мохаммед Салих и ее муж Адиль Туняз приговорены к пожизненному заключению. В США бывший студент китайского бакалавриата был приговорен к 8 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу правительства Китая путем сбора информации об инженерах и ученых. Человек по имени Цзи Чаокунь, уехавший в США в 2013 году изучать электротехнику, после окончания учебы поступил в резерв армии США и в 2016 году в рамках программы, по которой иностранные граждане, чьи навыки считались жизненно важными для национальных интересов, могли быть призваны в армию. В рамках этой миссии ему было поручено предоставить биографическую информацию о людях, которые могут быть завербованы в качестве китайских шпионов в вооруженных силах США. Производители гробов интенсивно работают в регионе Шаньси на севере Китая. Ведутся споры о реальном количестве смертей от ковид в Китае. По словам эпидемиолога Ву Цзунью, 80% населения Китая, а это более 1 миллиарда человек, заразились с момента ослабления ограничений в декабре. На прошлой неделе, менее чем за неделю от ковид умерло 13 тысяч человек. С декабря таким образом погибло 60 тысяч человек. Эти смерти произошли в больницах. В сельской местности имеется ограниченное количество медицинских пунктов, и те, кто умирает дома, не включаются в общее число. Сенатор США Тед Круз внес законопроект, запрещающий продажу нефти из стратегического нефтяного резерва США Китаю и его компаниям. По данным Fox News, версия сенатора Круза в Палате представителей закона о запрете продажи стратегических нефтяных запасов США Китаю была недавно принята 331 голосом против 97 при поддержке 113 демократов в Палате представителей. Похоже, если законопроект сенатора Теда Круза будет принят, это будет означать запрет на продажу сырой нефти в США любой компании, контролируемой правительством Китая, а также любой вид экспорта сырой нефти в Китай.